эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Марьяна Кутукова. Вопрос строительства моста через Лену сдвинулся с мертвой точки. Об этом в ходе выездного совещания в селе Табага на месте будущего строительства Ленского моста заявил глава Якутии Айсен Николаев. Он сообщил, правительство последние месяцы активно работает с федеральными органами власти. 12 декабря этот вопрос рассмотрят на заседании научно-технического совета Министерства транспорта Российской Федерации. Однако, как сказал Николаев, есть еще вопросы, требующие решения на уровне республики. В первую очередь это вопросы по трассировке подъездных путей к Ленскому мосту, заметно влияющие на стоимость проекта. К сожалению, до последнего времени у нас в республике было много разговоров по поводу этого строительства, но не было конкретных проектных решений. Проект, который был ранее разработан, предполагал, что подъездные пути пройдут прямо по Старой Табаге и затронут порядка 150 участков. Сейчас проектировщики нашли другой вариант расположения подъездных путей в объезд села, который затронет минимальное количество частных участков. Этот вариант мы сегодня приняли как основной, прокомментировал Айсен Николаев итоги выездного совещания. В Якутии увеличат зарплату воспитателей детских садов во исполнение майского указа президента страны. Правительство республики приняло соответствующее постановление об увеличении на 10% фонда оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций с 1 октября этого года. На реализацию проекта в текущем году в резервном источнике республиканского бюджета предусмотрено 128,5 миллионов рублей. Алроса продала крупные алмазы в Дубае на общую сумму $9,5 миллионов. Компания провела там аукцион и реализовала 141 алмаз общей массой более 2000 карат. В аукционе принимали участие компании из Индии, Бельгии, Объединенных Арабских Эмиратов, Израиля, Гонконга и России. Дубай продолжает укреплять статус одного из важнейших центров мировой алмазной торговли. В год мы в среднем проводим 4 аукциона в этой стране и всегда видим высокий интерес со стороны участников алмазно-бриллиантового рынка. Все аукционы, которые мы здесь провели с начала этого года, завершились с хорошей премией. Наша суммарная выручка составила около 40 миллионов долларов, отметил директор единой бытовой организации «Алроса» Евгений Агуреев. Алроса и Дубай связывают давние партнерские отношения. 4 года назад компания заключила меморандум о взаимопонимании с Дубайской алмазной биржей. Стороны продолжают сотрудничать по проблематике Кимберлийского процесса, обмениваются информацией и прогнозами по развитию алмазного рынка. Первый крупный алмаз Верхней Муны назван в честь Оленёкского района, в котором расположено месторождение. По словам гендиректора Алроса Сергея Иванова, в настоящее время компания рассматривает возможность передачи алмаза мастерам гранильного предприятия «Бриллианты Алроса», которые смогут изготовить из него один или несколько бриллиантов. Принимая решение о присвоении имени кристаллу, мы хотели прежде всего отметить заслуги местного населения, оказавшего геологам неоценимую помощь в открытии Верхнемунского месторождения еще в 50-х годах прошлого века. И, конечно, отдать должное якутской земле и Оленёкскому району, которые не перестают удивлять нас своими богатствами, сказал Иванов. Напомним, первый крупный алмаз был извлечен из руды трубки «Заполярная», одной из 4 кимберлитовых трубок Верхнемунского месторождения. Масса алмаза составляет почти 51,5 карат. Его размеры можно сравнить с перепелиным яйцом. Ориентировочный возраст кристалла свыше 350 миллионов лет. Что касается самого месторождения, его запустили в конце октября. Как сообщается на сайте компании, при разработке Верхнемунского месторождения Алроса уделяет большое внимание поддержанию природного баланса и соблюдению интересов представителей коренных народов, проживающих в Оленёкском районе. Помимо этого, Алроса заключила с Оленёкским районом соглашение, по которому компания будет ежегодно выделять 100 миллионов рублей на решение социальных задач района. Более 13 миллиардов рублей дополнительно получат дальневосточные территории опережающего развития. Средства из федерального бюджета будут выделены в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.
Это дополнительное финансирование позволит создать объекты энергетической, инженерной и транспортной инфраструктуры для проектов уже действующих и потенциальных резидентов территории опережающего развития. Речь идет о таких проектах, как строительство круглогодичного тепличного комплекса «Втор-Камчатка», рыболовецкого колхоза и логистического комплекса группы компаний «Доброфлот», «Втор-Большой Камень», крупнейших горно-обогатительных комбинатов «Втор», «Южная Якутия» и ряде других. Будут созданы условия для привлечения новых инвесторов, сообщил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Дополнительные средства получат 6 территорий опережающего развития. В частности, финансирование ТОР «Южная Якутия» увеличено на 6 миллиардов 74 миллиона рублей. По данным Центробанка России, курс доллара на сегодня составляет 65 рублей 59 копеек, евро 75 рублей 18 копеек. Доллар США и евро растут на московской бирже во вторник вечером. Рубль немного ускорил снижение, но в целом демонстрирует устойчивость, даже несмотря на обвальное падение цен на нефть. Существенную поддержку рублю по-прежнему оказывают продажи валютной выручки экспортерами, а также отсутствие покупок валюты со стороны Центробанка на открытом рынке в рамках бюджетного правила. Глава департамента исследований Центробанка Александр Морозов заявил, что в случае рисков для финансовой стабильности Банк России может не выходить на рынок с покупками валюты и в 2019 году. Есть возможности, связанные с тем, что Центробанк может предоставлять ликвидность финансовой системе. Через нее в реальный сектор, через рублевое и валютное рефинансирование. Эти инструменты есть. Никаких проблем с тем, чтобы их задействовать, нет. Ресурсы для этого тоже есть. Золотовалютные резервы у нас на высоком уровне. Нельзя забывать, что в случае необходимости могут быть задействованы такие меры, как, например, решение Центробанка не покупать валюту до конца года, рассказал глава департамента Центробанка. Кроме того, Морозов отметил, что эффект от возможных новых санкций в адрес России на экономику страны будет гораздо слабее, чем в 2014 и 2015 годах. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.